Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости», в студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Интинцы выбрали общественную территорию, которая будет благоустроена в следующем году. Подведены итоги онлайн-голосования. Ответственный период для выпускников сдачи ЕГЭ в самом разгаре. Позади несколько экзаменов по предметам на выбор и самый массовый по русскому языку. У дошколят радость. За активную жизненную позицию родителей малыши получили подарки от депутата Государственной Думы Российской Федерации. Ряды юноармейцев пополнились новыми инициативными, неравнодушными к судьбе Инты, республики и страны ребятами. Всероссийское военно-патриотическое общественное движение отметило юбилейную дату. Подведены итоги всероссийского рейтингового голосования по отбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2022 году. Онлайн-голосование проходило на единой федеральной платформе с 26 апреля по 30 мая. Интинцы приняли в нем активное участие. Результаты объявили на прошедшем заседании общественной комиссии в администрации города. По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми, в голосовании приняли участие 3141 интинец. Это около 13% от общего числа избирателей. Напомним, проголосовать мог любой гражданин России старше 14 лет. В итоге Инта заняла второе место среди муниципальных образований Республики Коми по количеству проголосовавших на долю населения. Это отличный результат, отметил глава округа, руководитель администрации Владимир Киселев. Интинский округ представил на выбор 15 общественных территорий. Какая из них должна быть благоустроена в первую очередь, решали люди. За каждым объектом на федеральной платформе был закреплен куратор, с которым можно было связаться и задать интересующие вопросы. Огромный вклад внесли интинские волонтеры, которые без выходных работали на протяжении всего этого времени и помогали людям проголосовать за выбранный ими объект, рассказывали о проекте. Добровольцы Центра внешкольной работы помогали всем, у кого возникали сложности с интернетом. Наибольшее количество голосов интинцы отдали 3 территориям. 480 человек пожелали благоустроить тротуары по улице Мира, 598 проголосовали за площадь Ленина и 690 жителей округа решили, что в первую очередь необходимо привести в порядок тротуары по улице Куратова. Да, на сегодня голосование закончилось. У нас определилась территория, которая в 2022 году будет отремонтирована. Это тротуары по улице Куратова. В этом году было онлайн-голосование. И, конечно же, хочу поблагодарить всех участников, кто проголосовал. Также огромное спасибо волонтерам, которые ходили и объясняли жителям, как это надо сделать. На благоустройство тротуаров по улице Куратова в 2022 году будет выделено около 20 миллионов рублей. 10 миллионов 800 тысяч из федерального бюджета, почти 7 миллионов из республиканского и около 2 предусмотрено в местной казне. Интинские выпускники сдают единые государственные экзамены 31 мая. Школьники, решившие продолжить обучение в высших учебных заведениях, проверили свои знания по литературе, химии и географии. Сегодня старшеклассники приняли участие в самом массовом ЕГЭ по русскому языку. В этом году в Инте сдают ЕГЭ более 100 выпускников. Около 40 11-классников решили не поступать в вузы и выбрали экзамены в формате ГВ. В округе открыты 3 пункта проведения экзаменов. В школе номер 5, гимназии номер 2 и в школе поселка Абизи. Обязательно ЕГЭ по русскому языку сегодня писали 109 ребят. 6 аудиторий подготовлено в 5-й школе. Здесь проходят испытания 52 выпускника. Волновался не очень сильно, готовился, как и все, в школе, дома почти что по возможности. Буду сдавать еще, получается, математику, биологию. То есть математика 7 числа, биология 18, насколько я помню. Перед русским языком, да, волнуюсь, перед литературой такого не было. То есть как-то зашла в кабинет и все улеглось внутри. Насколько сложный был экзамен по литературе? В принципе, я довольна своим вариантом, потому что я общалась с ребятами из других городов. Понимаю, что были задания сложнее, которые, возможно, мне бы тоже сложнее дались, как и им. А как к русскому готовилась? К русскому, не так много времени оставалось после литературы, пару дней. То есть и в школах были консультации, и дома по возможности я сидела, повторяла правила, сборник прорешивала.
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции второй год сдача ЕГЭ проходит при максимально возможных мерах безопасности. Строго соблюдаются санитарно-гигиенические рекомендации. Во всех пунктах проведения экзаменов имеется необходимое количество средств индивидуальной защиты и антисептиков. На входе в учебное заведение выпускникам измеряют температуру тела. Сегодня 3 июня у нас учащиеся сдают экзамен по русскому языку. Всего пришло 52 человека, никто не опоздал, никто не было отсутствующих. Также пришли 2 наблюдателя общественных. На начало экзамена нарушений никаких не выявлено, так как проведена полная подготовка санитарно-эпидемиологических требований. Ребята проходят дезинфекцию рук, термометрию, также металлоискатель. У организаторов маски, перчатки. В этом году минимальный порог для сдачи экзамена составляет 24 балла. Школьники и выпускники прошлых лет должны выполнить 27 заданий за 3,5 часа. Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны при поступлении в вуз на любое направление подготовки. С 28 июня в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ участниками, которые пропустили аттестацию в основной период из-за болезни, карантина или другой уважительной причины. Государственная итоговая аттестация в республике, как и во всей стране, стартовала 24 мая. В этот день начались экзамены у девятиклассников. Как и в прошлом году, экзамены проходят при строгом соблюдении противоэпидемических требований. На заседании Межведомственного оперативного штаба мы приняли решение, что педагогам, которые будут задействованы при проведении выпускных экзаменов, необходимо быть привитыми от ковида. Ведь это защита и прежде всего защита наших детей. Вопрос безопасности детей во всех его направлениях – это приоритет в работе правительства республики. Мой личный приоритет. И какими бы сложными ни были экономические условия, средства на эти цели всегда будут найдены. В прошлом году на улучшение антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, а также на проведение противоэпидемических мероприятий в образовательных организациях из бюджета республики было выделено свыше 130 миллионов рублей. Еще почти 400 миллионов рублей было направлено на укрепление материально-технической базы и создание комфортных условий. В этом году мы продолжим работу. Из бюджета учреждениям образования республики на эти цели предусмотрено 800 миллионов рублей. Из них 580 миллионов рублей были выделены оперативно по моему поручению по итогам заседания правительства республики, на котором мы обсуждали вопросы, связанные с подготовкой к новому учебному году. В Международный день защиты детей около 100 интинских семей получили подарки от общественного и политического деятеля, депутата Государственной Думы России Ольги Савастьяновой. В рамках подготовки и празднования 100-летия Республики Коми именно она стала инициатором проведения проекта «В знак признательности». Делегация, в состав которой вошли представители местной власти и общественники, объехала несколько образовательных организаций, чтобы вручить интинским семьям с активной жизненной позицией подарки от депутата Госдумы России. Ольга Савастьянова передала 90 наборов с настольными развивающими играми для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Ольга Викторовна знакома многим интинцам, так как часто бывает в Приполярье. Она является заместителем председателя общественной организации «Союз женщин России». Входит в состав Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Она всегда данное ею слово держит от начала и до конца. Она очень работоспособна. Она понимает, что и для чего она делает. Поэтому, находясь в общественной организации «Союз женщин Республики Коми» уже много лет и общаясь с Ольгой Викторовной еще когда она не была депутатом Государственной Думы, эти качества я у нее уже видела. Сейчас они усилились. Понятно почему. У нее появилось больше полномочий. Задачи, которые стоят перед ней, они государственной важности, и она старается их достойно исполнять. Совсем недавно Ольга
Ольга Викторовна приезжала к нам в Инту, она сумела посетить за 2 дня более 6 организаций, где общалась, разговаривала, и, насколько я знаю, ни одна беседа не осталась забытой. В День защиты детей руководство Интинского округа вместе с общественниками побывали во всех детских садах города. Мэр Инты Владимир Киселев и председатель местного совета Ирина Артеева поздравили родителей и их детишек с праздником, а также поблагодарили семьи за активное участие в жизни детского сада и муниципального образования. Поздравляю всех вас с праздником, с Днем защиты детей. Желаю всем крепкого здоровья, удачи, благополучия, чтобы все ваши мечты исполнялись, чтобы все было у вас хорошо. И, конечно же, огромная благодарность за то, что вы воспитываете такое поколение для будущего, для нашей страны. Спасибо. В Инте много семей, которые являются настоящим примером для подражания. Они не просто дали жизнь своим детям, но и с ранних лет прививают им патриотизм. Воспитывают их трудолюбивыми, достойными гражданами своего родного города. Родители вместе со своими малышами участвуют в различных конкурсах, спортивных состязаниях, помогают сотрудникам детских садов в организации и проведении праздников, творческих выставок, субботников и других мероприятий. В нашем городе живут разные семьи, и, конечно, большое внимание уделяется тем, в чьих домах растут и воспитываются дети. Мы признательны семьям, которые своей родительской любовью, своей мудростью, заботой и вниманием окружают деток. Сами родители имеют активную жизненную позицию и такие же чувства формируют в своих детках. В детские сады поступили игры от депутата Государственной Думы Российской Федерации Ольги Викторовны Савастьяновой. И, конечно, перед каждым учреждением встал вопрос, а кому подарить эти игры, ребенку какой семьи эти игры предназначены. Ольга Викторовна делала акцент в своем письме, в своем обращении к нам о том, чтобы наградить и поблагодарить именно активные семьи, тех родителей и мам, молодые семьи, которые активно участвуют и в жизни группы, и в жизни детского сада, которые принимают участие в общественных, социально значимых акциях, мероприятиях города. Такие семьи, конечно, у нас есть, и их много, и мы очень гордимся этими семьями. Но для того, чтобы их выбрать, каждый детский сад провел заседание совета родителей, на котором сами родители определяли именно этот перечень семей. То есть, если, допустим, по квоте детский сад немножко поменьше семей, это разумеется, да, потому что деток поменьше, в каком-то детском саду больше, но тем не менее из этого круга выбирались именно такие родители. И, конечно, хотелось бы поблагодарить Ольгу Викторовну Савастьянову за ее внимательное отношение к нашему городу, потому что я знаю ее как общественного деятеля, который уделяет внимание и ветеранам, и инвалидам, и малообеспеченным семьям. Вот сегодня мы получили подарки именно для активных родителей, то есть разные категории граждан находятся в поле внимания этого общественного деятеля. Поэтому Интинское местное отделение партии «Единая Россия» от всей души благодарит Ольгу Викторовну за ее внимание и заботу. Мы готовы сотрудничать дальше. Депутат Государственной Думы Ольга Савастьянова вместе с подарками для дошколят передала в знак признательности интинским образовательным организациям 7 многофункциональных устройств. В ближайшее время современные принтеры-сканеры будут вручены педагогическим коллективам городских и сельских школ, а также Центру внешкольной работы и станции юных натуралистов. В Республике Коми продолжается режим повышенной готовности. Коронавирус пока не побежден. В общественных местах необходимо носить маски, перчатки и соблюдать дистанцию. В Республике Коми ежедневно выявляются порядка 30 новых случаев заражения ковидом. В борьбе с пандемией специалисты возлагают большие надежды именно на вакцинирование населения. Эпидемиологи считают, что вакцинация – самый эффективный способ защиты от новой коронавирусной инфекции. Специалисты уверены, охват вакцинации не менее 60% населения позволит создать коллективный иммунитет и победить пандемию COVID-19. За последнюю неделю в Интинском округе выявлено 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На стационарном лечении в инфекционном отделении Интинской ЦГБ находится 5 пациентов. Амбулаторно, оставаясь в условиях карантина с подтвержденным диагнозом COVID-19, проходит лечение 1 человек. Под медицинское наблюдение взяты 2 жителя округа. Всего с начала пандемии в Инте зарегистрировано 657 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 621 человек из числа проходивших лечение полностью выздоровели. Официально подтверждено 30 случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом.
В Инте задержан злоумышленник, организовавший в своей квартире наркопритон. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали местного жителя 1988 года рождения, у которого изъяли сверток с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это каннабис, марихуана массой более 5 граммов. Вскоре оперативники установили, откуда у мужчины оказались наркотики. Сбытчиком нелегального зелья оказался интинец 1994 года рождения. Молодой человек не только торговал запрещенным веществом, но и организовал в своей квартире притон. В задержании фигуранта приняли участие наркополицейские региона и бойцы отряда «Гром» МВД по республике Коми. При обыске по месту жительства подозреваемого полицейские изъяли 3-литровые банки с веществом растительного происхождения, 5 растительных кустов, приспособления для потребления наркотических средств. В момент задержания в квартире интинца находилась его сожительница. По данным фактам, следователями ОМВД России по городу Инте возбуждены уголовные дела. Фигурант находится под домашним арестом. Расследование продолжается. В 2016 году в Инту пришло юноармейское движение. Местное отделение общественной организации создавалось на базе ДСАФ. Затем отряды появились в каждой школе города. Сейчас в округе насчитывается около 160 юноармейцев. В этом году военно-патриотическое движение отметило свое 5-летие. Первый юбилей юной армии в Инте отметили торжественным мероприятием. В актовом зале городской администрации собрались общественники, военные и полиция, представители разных войск, юноармейцы и будущие участники движения. Добрый день, дорогие ребята, уважаемые преподаватели. Хочу поздравить вас всех с первым юбилеем. Уверен, что юбилеев будет еще много. Всем хочу пожелать крепкого здоровья, новых идей, достижений и всего самого наилучшего. 5 лет юнармии. Совсем немного. Но мы видели за эти 5 лет небольших, сколько хороших, важных, необходимых дел было сделано. Ребята выросли не только по возрасту, выросли в своем понимании смысла жизни, важности быть активным в этой жизни, бороться за себя и за процветание нашей Родины, быть в ответе за все то, что делаем мы и делаем рядом стоящие с нами, отвечать за свои поступки и стремиться идти во благо всего того светлого, замечательного, что отстояли наши отцы и деды. Данное общественное движение достаточно молодое. Так, в 2016 году президентом России Владимиром Путиным была поддержана инициатива Министерства обороны по созданию юнармии. Целью данного движения является объединение и координация деятельности молодежных организаций военно-патриотической направленности, развитие в молодежной среде государственных и общественных инициатив, направленных на укрепление обороноспособности Российской Федерации. 28 мая 2016 года принимается устав юноармейского движения, который гласит: каждый юноармеец должен верить в свою родину, знать ее историю, гордиться подвигами отцов и дедов, понимать, к чему можно и нужно стремиться. В дальнейшем день принятия устава станет днем рождения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». В честь юбилейной даты за личный вклад в развитие интинской организации благодарностями были отмечены самые активные инициативные участники юноармейского движения – ребята из разных школ нашего округа. Новокшонов Юрий. Награды не обошли стороной и интинцев, которые активно помогают развиваться движению в нашем городе, которые по роду своей деятельности учат ребят, наставляют их, поднимают популярность юнармии. Ряды Федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по республике Коми. Ряды юноармейцев Инты активно пополняются. Вот и в этот раз членами общественного движения стали 21 человек. Это юные школьники города. Как и полагается, прежде чем стать юноармейцами, они дали клятву. Вступая в ряды юнармии, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь всегда быть верным своему Отечеству и юноармейскому братству. Клянусь! Клянусь! Соблюдать устав юнармии, быть честным юноармейцем, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. Клянусь! Клянусь! Всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость. Клянусь! Клянусь! Стремиться к победам в учебе и спорте,
вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества. Клянусь! Клянусь! Право вручать билеты новоиспеченным юноармейцам предоставили председателям союзов, ветеранов Афганистана и локальных конфликтов, пограничных войск, ВДВ и военно-патриотического клуба «Монорага». Теперь и новые юноармейцы инты будут участвовать в военно-спортивных играх, спартакиадах, акциях, патриотических фестивалях, благоустраивать места памяти и оказывать адресную помощь ветеранам, учиться военному искусству и мужеству. Полки идут стеной, красиво держат строй, и гордо шелестят знамена. Комбат и рядовой, единой судьбой, мы связаны с тобой, друг мой. Служить России суждено тебе и мне, служить России, удивительной стране, где солнце новое встает на небе синем. Плечо к плечу идут российские войска, и пусть военная дорога нелегка, мы будем верою и правдой служить России. На сегодняшний день юнармия объединяет более 800 тысяч детей и подростков по всей стране в 85 регионах России, в том числе и в нашей республике и городе. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале и будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.